гости, дорогие участники презентации. Вот с такой веселой, может быть, озорной казачьей песни разрешите начать нам сегодняшнее мероприятие, презентацию книг нашего камчатского гостя, члена Союза писателей России, члена Союза кинематографистов России Сергея Ивановича Вахнина. Пожалуйста, Сергей Иванович, на сцену. Да? Значит, презентация проводится под эгидой отделения Русского географического общества Республики Саха-Якутия. И мои коллеги подготовили небольшую презентацию. И прежде чем передать слово Сергею Ивановичу, чтобы он нам рассказал, представил свои книги, вот несколько слов о том, почему вот это событие состоялось. Так, что у нас тут? Ну, это небольшая информация, и для тех, кто больше заинтересуется нашими проектами, историей, страница нашего отделения РГО, пожалуйста, у нас на общем сайте. И, конечно же, изучение истории нашего Отечества, особенно истории освоения Северо-Востока Азии, истории географических открытий, это одно из важных направлений нашего отделения, которому в 2013 году исполнилось 100 лет. Отделение было открыто еще до революции. Но один из самых крупных проектов – это проект «Пути великих свершений» под руководством Георгия Петровича Никонова. И вот буквально несколько дней назад начались съемки продолжения нового фильма, посвященного Берингу. И Сергей Иванович один из тех людей, который консультировал и участвовал в съемках нового фильма. Вот, я почему это рассказываю, потому что Георгий Дмитриевич должен быть первоначальным ведущим этого мероприятия. Но среди наших проектов уже этого года, нашего отделения, вот один из таких наших больших резонансных, имевших общественный большой такой резонанс, большое значение. Вот буквально на днях, позавчера, да, была пресс-конференция, посвященная походу якутских конников до города Москвы. Так, просила я убрать. Вот, пожалуйста, подробнейшая биография нашего гостя. Вот из них я, конечно, хочу выделить и подчеркнуть, что Сергей Иванович автор 37 книг. Кроме того, Сергей Иванович автор, создатель и основной ведущий замечательного сайта Камчадалы.ру, где собрана история. Ну, Камчадалы здесь широко применяется, да, жители Камчатки в основном. Именно коренная Камчатка. Ну, думаю, Сергей Иванович сам более подробно расскажет. Ну и кроме того, конечно же, у него масса очень важных общественных проектов, связанных с возрождением, строительством, сохранением исторических памятников, что, думаю, в год культурного наследия, который у нас отмечается широко в этом году, тоже немаловажная страница, конечно, его жизни и биографии. Так, ну вот как раз тот сайт, о котором мы говорим, и, например, я частенько захожу на этот сайт, потому что очень тесно Камчатка, Камчадалы связаны с Якутией, с якутами, и с населением Якутии, нашими казаками, русскими старожилами и так далее. Это очень интересно. К сожалению, у нас в Якутии пока нет такого сайта. Очень хотелось бы, чтобы подобный сайт у нас тоже был. То есть каждый может найти здесь сведения о своих предках, о своем роде, о своей семье. Ну, сегодняшняя наша презентация посвящена знаменательным датам. Это 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства и 325-летие также присоединения Камчатки к России. Кто знает историю, ну здесь, я думаю, большинство знает и любит историю,
помнят, что, конечно же, этот процесс начинался у нас в Якутске. Ну, здесь некоторые, видимо, документы, да? Я не буду останавливаться. Просто попрошу потом по ходу нашей презентации, чтобы эта презентация, это слайд-шоу повторялось. А сейчас разрешите слово предоставить нашему герою, виновнику сегодняшнего мероприятия, нашему замечательному гостю Сергею Ивановичу Вахрину, который расскажет о своих последних 3 книгах, как раз итог многих, я знаю, многолетних изысканий в архивах Москвы, Камчатки, с Якутским архивом тесно тоже связаны его изыскания, и получились очень интересные, необычные, и, ну, я как историк подчеркну, с какими-то работами я уже было такое, повезло, посчастливилось, Сергей Иванович отправил чуть раньше, чтобы я ознакомилась. И вот с большим удовольствием предоставляю слово Сергею Ивановичу, чтобы он лично представил свои работы. Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, о своих книгах, конечно, говорить сложно, особенно когда их написано много, каждая из них дорога, но мы с вами сегодня направлены, как говорится, в определенном русле. Это русло история Якутии, история Камчатки. Я, в общем-то, никогда не пытался войти, сказать, в чужие территориальные исторические владения. Вот. Но так получилось, что в 325-летию меня заинтересовала тема убийства Владимира Атласова. Кто убил, почему убил, за что убили, что за эпоха такая была, что позволялось убивать таких крупных руководителей. А он был казачьей головой. Казаки понимают, что это значит. Это был первый человек из казаков, первый, второй после воеводы по военному, так сказать, исполнению. И вдруг такая беда случилась. Но я историю не рассказывать не буду, это вы можете прочитать. Тут другое интересно. Интересно то, что я вынужден был изучить ту эпоху, в которой родился Атласов, предшествующую, потому что пришел сюда папа Атласова, Владимир Тимофеевич Отлас. Соответственно, я должен был изучить тех людей, найти тех людей, которые были либо исполнителями, либо товарищами, либо участниками и походов по открытию Камчатки. Да и само открытие Камчатки меня интересовало, потому что, оказывается, до Атласова на Камчатку якутские казаки сюда ходили, уже даже это не было редкостью. Начиная, по сути дела, вообще с человека, имя которого мы все знаем, имя Дежнева, да, Семена Дежнева, все знаем. А вот имя Ивана Меркулича Рубца кто-нибудь из вас слышал? Есть такие? Не вижу поднятых рук. А Иван Меркулич Рубец прошел на судне от устья Лены до Анадыря и с Анадыря до реки Камчатки и вернулся обратно до Анадыря. Беспримерный, по сути дела, поход, но в нашей истории как-то в этом не прослеживается. И вот таких вот этапов, таких вот освоений было великое-великое множество. Но главное не в этом. Главное в том, что в результате изучения материала я вышел на самую главную тему, вообще самую главную тему своей жизни. Это забытые имена России. Забытые имена Якутии, забытые имена Камчатки. Те люди, которые шли вместе с Дежневым, вместе с Атласовым. Мы эти громкие имена помним, они у нас в памяти. А те, кто шел вместе с ними, они несли те же тяготы, также, в общем-то, в этих же условиях жили, совершали все то же, но в истории их следа практически не осталось. И вот, изучая вот это время, я поднял огромный пласт имен, именно имен. И вот во втором томе у нас опубликовано, я не помню там сколько страниц, 40 что ли страниц, мелким шрифтом, это все имена людей, которые упоминаются в истории Камчатки. Большая часть из них связана с вашей землей, с Якутией, потому что отсюда шел мощнейший землепроходческий поход, мощнейшее землепроходческое движение.
По сути дела, если себе представить сегодня, то от Забайкалья и на восток от Якутии, Даурия, Амур, вся эта зона была освоена именно из Якутии. Поэтому значение землепроходческого подвига вот тех людей, забытые имена которых, в общем-то, мы должны восстановить, мы должны, чтобы их имена тоже были увековечены. Но, может быть, не на памятных досках, может быть, не в памятниках, а хотя бы в книгах, о которых мы пишем. Поэтому я невольно вторгся в историческую тему, которая, в общем-то, я думаю, исследована здесь, вдоль и поперек. Я искал эти материалы. К сожалению, я мало что нашел в отношении вот этих имен. Мало. Более того, якутские казаки, когда пришли на Камчатку, они оставили свой след не только в истории каких-то родов, которые стали служить на Камчатке, но и наши камчатаны, коренные аборигены Камчатки, они были крещены, и они получили те же самые фамилии. И вот сегодня в художественном музее я смотрю работы, смотрю фамилия Курилов, портрет Курилова. Пожалуйста, у нас на Камчатке Куриловы. Иду дальше. Ваш артист, актер, знаменитый в Якутии Жирков. А у нас свой Жирков, Борис Жирков, артист Мэнга, заслуженный работник культуры России, прославленный мастер. То есть мы с вами, с якутской землей повязаны не только общей историей, но и кровно, и духовно. Потому что сейчас мы прослеживаем, я приехал сюда к вам по приглашению. Первый, кто мне, как говорится, намекнул на то, что возможен такой приезд, это потомки наших камчатских просветителей Логинов, Петра Логинов. Они вот здесь, в зале. Он, Вера Васильевна, из рода Лонгинов. Вот Екатерина из рода Лонгиновых. Здесь я вижу и других родственников из этого же рода. Наши камчатские просветители, священнослужители, которые были отправлены в Якутию и здесь образовали свои рода. И герой Советского Союза Владимир Дионисович Лонгинов как раз из этого рода камчатских просветителей. Он прибыл, первый патриарх года, прибыл с духовной миссией в составе вот именно миссионерской группы в 1745 году, как студент Славяно-Греко-Латинской академии. Видите, какая история, как и что. Но приближаясь, возвращаясь ближе к этим книгам, вот, самое важное, что я подчеркиваю для вас сейчас, это то, что я попытался найти родовые корни очень многих из жителей и Якутии, и Камчатки. Дело в том, что русское население, пришлое население, сюда прибыли казаки. В 1639 году прибыл первый якутский воевода Петр Петрович Головин. С ним было 245 тобольских казаков, 50 березовских и 100 енисейских казаков. По сути дела, вот так начинали формироваться эти фамилии, эти династии. Сегодня большинство жителей Якутии имеют эти фамилии тех первых казаков, землепроходцев, кто крестьян, которые, кто примкнул к православию, тот получил это имя. И вот эти биографические сведения, эти биографо-географические сведения, наверное, как раз и легли в основу этой книги. Это первое. Второе событие, которое мы будем отмечать через 2 года, это 170-летие Петропавловской обороны. Слышали вы о Петропавловской обороне что-нибудь 1854 года? Слышали. Да, это событие вошло в мировую историю, да. Это здесь, на Тихом океане, мы разгромили англо-французскую эскадру. Это была победа над англичанами и французами на Тихом океане, которая вошла сразу в мировую историю. Но мировую историю, правда, хитро вошла, потому что американцы в этот момент, они ненавидели и англичан, и французов. И для них то, что им дали здесь хорошо на Камчатке, сразу отразилось в их печати, газеты пошли, и плюс сразу же подхватили и наша пресса, и это событие осталось в памяти. А вот событие русско-японской войны 1904-1905 года на Камчатке, оно не вошло в большую историю,
Потому что официально было признано, что русско-японская война позорно проиграна царизмом. По крайней мере, мы в школе учили такую формулировку. А Камчатская победа, то, что Камчатка осталась в России, она выпала из этой истории. А Камчатка победила. Японцы хотели захватить Камчатку, но не получилось. Из-за народного ополчения. Весь народ встал на защиту Камчатки. И там были те же самые фамилии, которые мы встречаем сегодня вот в обиходе. То там, то Аргунова, то Мамосова, то Берещанин и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот через 2 года мы будем отмечать 170-летие этой победы. Это огромнейшее событие. Я думаю, что это будет событие федерального уровня. И вот, я анализирую, опять же, фамильный список тех, кто принимал участие, я нахожу там большое количество якутских, казачьих фамилий. И вот недавно на сайте Гордова была опубликована моя статья. Кто-то, может быть, видел, называется «Сибирь в обороне Петропавловского фронта Якутия». И здесь мы даем эти имена. К чему я это говорю? К тому, что эти события и 325 лет присоединения Камчатки к России, и Петропавловская оборона, и русско-японская война, пусть не прямо, а косвенно связывают нас с большой-большой историей, большой историей большой земли. И вот я сегодня разговаривал с атаманом Александром Павловичем и спрашиваю, а есть у вас музей казачества в Якутии? Он говорит, да нет, как-то нет такого музея. А вы представьте себе, какое значение играл Якутск вот в этом освоении этой огромнейшей территории. Какое огромное значение имели эти люди. Представьте себе на миг, вот с полной амуницией, с тяжелой вот этой фузелей на плече, с продовольствием и так далее, эти люди преодолевали огромнейшее расстояние. Мы сегодня, конечно, когда у нас снегоходы, когда у нас там автомобили, самолеты, мы на это все смотрим вроде бы как свысока. Ну что там до Москвы долететь? Сколько вам долететь до Москвы с Якутска? 6 часов, да? У нас 8 часов с Камчатки. Ну что, да? За 8 часов и уже в Москве находишься и так далее. А тут представляете себе, да? Вот этот путь, вечная мерзлота, да, это твой Мекон и так далее. Шли, выживали, не все выживали, очень много погибало. И, кстати говоря, во многих таких в челобитных записано, что умер голодом, питаясь корьем, травой и так далее. И такое было. Шли и нам подарили ту землю, которой мы сегодня живем. Да? И мы сегодня отмечаем такие события, как 390 лет, как 325 лет, наши общие события. Поэтому еще раз подчеркну, что главное в этих моих книгах – это забытые имена России, которые мы с вами все вместе обязаны восстановить, потому что, возрождая память, мы возрождаем человеческие судьбы наших собственных родов. Тогда наша родовая память оживает, и, соответственно, мы становимся носителями большой истории. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Ну, представила одну книгу. У вас, мы на самом деле сегодня презентуем 3 книги же, да? Ну, я назвал Петропавловскую оборону. Хорошо. И вот 325 лет. Ну, конечно же, я думаю, нашу презентацию нужно, обсуждение, может быть, выступление, начать все-таки с выступления человека, благодаря которому Сергей Иванович приехал к нам, и у нас появилась возможность пообщаться с ним вживую. А Сергей Иванович, наверное, встретиться, пообщаться вот с потомками героев своих книг. И я с удовольствием предоставляю слово Вере Васильевне Самсоновой. Вера Васильевна, известный ученый, ведущий научный сотрудник Института межпланетоведения имени Мельникова, кандидат географических наук. Значит, потрясающей является
называется книга, которая в этом году вторая вышла в свет. Это именно вот эта книга. Посмотрите, сколько материалов. И это архивные данные. И это тщательная проработка, вот я не знаю, почти на протяжении 4 веков, что происходило. И это огромный труд, вклад постоянный, целеустремленный, и который дает уникальные плоды. И, конечно, мне хотелось бы, потому что в конце второго тома имеется солидный список всех казаков, которые участвовали в освоении Камчатки и Русской Америки. Поэтому исторический марафон, который, в общем-то, приходится выдерживать Сергею Ивановичу, это имеет и географические такие более расширенные рамки. От Якутии, Камчатка и Аляска, Северная Америка. В общем, необходимость большая. В 2017 году праздновался юбилей Дюбсинской школы, и присутствующий здесь Эдуард Пономарев обратился к родственникам Лонгиновых сначала через интернет. У нас в городе Чехове в Подмосковье живет наша родственница Лена Надюк, она потомок Василия Дионисевича Лонгинова, то есть она внучка, значит, священника Дионисия Лонгинова. И поэтому получается, что сначала они нашлись в интернете, и еще тогда была жива Софья Лиховат, она потомок, значит, второго сына основателя, можно сказать, Дюбсинской школы, которого звали Федор Евстафьевич. Ну и потом в интернете нашлись вот, 3 ветки. Софья жила в Орле, Лена живет в Чехове, в Подмосковье, ну и я в Якутии. Мы благодаря вот этому мощному средству коммуникации, значит, обнаружили друг друга, в общем-то, поняли, что мы родственники, а не просто мы каких-то вот однофамильцев, потомки. И потом уже Лена Надюк сказала, что вот дюбсинцы книгу составляют про Дюбсинскую школу, просят статью. Ну, в принципе, они далеко в европейской части, а я поближе к родному архиву, значит, нашему национальному. Поэтому, значит, понимая ответственность перед нашими предками, ну, решила углубиться, взять на себя такую ответственность. Ну и, конечно, то, что я обнаружила в нашем национальном архиве, в Клировой ведомости Дюбсинской церкви, там многое озадачивало. Биография псаломщика Евстафия Лонгинова, она была не очень такой пышной, на одну страницу. Значит, там даже место рождения его не указывалось. Указывалось, что он закончил Новоархангельскую семинарию, что сын его старший крещен в Николаевской церкви Приморского края, был перечень с датами рождения его сыновей и годом рождения дочерей. Ну, я потомком являюсь его дочери Анны Евстафьевны Лонгиновой, ну, там только вот женщинам было написано, сколько лет, и можно было понять, какого года рождения. Ну и есть наука герменевтика, там как бы есть свои правила и законы, и ну, мы когда сдавали кандидатские экзамены, у нас входило в обязанность изучить это все, и я понимала, что чтобы правильно оценивать какие-то сведения, события и так далее, нужно знать эпоху, норму, мораль того времени. Ну и поэтому пришлось углубляться еще и поглубже. В общем, оказалось, что Новоархангельская семинария на Аляске, на острове Ситха. Получается по биографическим данным, что Евстафий Лонгинов такой скромный псаломщик, значит, оказывается, закончил достаточно серьезное духовное образование
образованием, закончил семинарию и жил на Аляске 10 лет. Это первое было мое потрясение. Кроме этого, пришлось углубиться еще в духовное образование и выяснить, что обучение там велось по плану и программе Иркутской духовной семинарии, но с добавлением в обязательные изучаемые языки коренных народов, кроме тех, которые изучались в Иркутской семинарии, языков, получается, Аляски и Америки. Ну и кроме этого, отличием от Иркутской духовной семинарии было то, что углубленно они изучали медицину. Они занимались огородничеством, самообеспечением и, значит, многие ремесла изучали, чтобы мог потом выпускник в сложных условиях, где нет магазинов, интернета, как там, Алиэкспресса, да, себя полностью обеспечить всем необходимым. Ну и поэтому вот это, значит, то, что меня поразило, это то, что, получается, наш скромный псалмовщик Евстафий Лонгинов знал около 9 языков, полагающиеся латинский, греческий, древнеславянский, русский, алеутский, калужский, тунгусский язык, значит, ну и еще тунгусский это ивенкийский, который был обязательно при изучении в Иркутской семинарии. Ну и, конечно, чтобы, значит, 27 лет он служил в Юксинской церкви, чтобы полностью осуществлять правильно свои функции, а они вели метрические книги, то есть они записывали, кто когда родился, кто где похоронен, значит, кто женился и так далее. Нужно же было разговаривать. А кроме этого, службы, после того, как началась эра Иннокентия Вениаминова, здесь у нас должны были проводиться на якутском языке. Поэтому священнослужители, священники, церковнослужители, это псаломщики и дьячки, должны были обязательно знать якутский язык. И таким образом скромный человек оказался очень обширных знаний. И кроме того, когда я стала разбираться, а где же родился его сын, Николаевская церковь в городе Якутске, ну она не в Приморской области, ну а оказалось, что это Николаевск на Амуре. То есть старший сын Евстафия был крещен там, за 3-9 земель, в Николаевске на Амуре. Ну и поэтому здесь мне пришлось углубиться, там еще кроме этого отправили Евстафия в 1854 году в миссию на Курильские острова. Вы представляете, какой путешественник был? Тихий океан переплыл в одну сторону, в другую сторону, был на Курильских островах, значит, и потом, как бы, ну, просто логически понятно, что там обучались дети камчатских священников, потому что в это время там, на Аляске, никакого своего духовенства не было. Получается, это была кузница кадров для, ну, скажем так, вот сначала Камчатки, а потом Якутии. И получается, что вот это был такой период, что я делаю выводы, что Евстафий Лонгинов был знаком с великими путешественниками, великими людьми того времени, значит, ну, скажем, начальником Камчатки, начальником сначала Аянского пакта, это Завойко знаменитый, да, который внес огромный вклад в организацию охраны вот этого Петропавловского, значит, порта. Ну и там получилось такое, значит, необыкновенное. Он знал Невельского, он знал губернатора, значит, Муравьева Николая Николаевича, который в то время был губернатором, потому что они посещали в то время эти все места. И поэтому, скажем, фантастические факты его биографии. Ну и кроме этого меня впечатлило то, что я обнаружила в плодах Сергея Ивановича. Это
почитала.ру. Ну, во-первых, когда я сообразила, что отцом, значит, Евстафия Лонгинова должен быть священник, а он должен быть Камчатский, я, конечно, в первую очередь пошла, нашла сайт, пошла туда. Ну и там вообще было очень непонятно, Лонгиновы и так далее. А вот в книге «Тайны камчатских имен» там имеется определенное пояснение. Мне пришлось изучить труды и дневники путешествий Иннокентия Вениаминова, значит, потому что там есть прямое свидетельство такого человека, который сегодня святой человек, о том, как получил фамилию Лонгинов отец нашего псаломщика Евстафия. Оказывается, ему изменили фамилию, когда его посвящали священники. И сделал это Иннокентий Вениаминов. Я вообще, значит, считаю, вот ему в этом году со дня рождения исполнится 225 лет. Он жил в Якутске, он, значит, был руководителем епархии, которой принадлежала Якутия. Он вообще был вершителем судеб крупных регионов Камчатки, Русской Америки, значит, Преамурья и Якутского края, вершителем судеб того, потому что действительно он принимал решения, которые оказывались судьбоносными. И он принимал в этом участие не просто так, а он в 1869 году был избран почетным членом, значит, Императорского русского географического общества за свои труды. Он был этнографом, описывал природные условия, ну, тогда, где он там жил, это Северная Америка. Ну и потом, значит, вот эта обширная деятельность по созданию храмов в Якутии. Потому что если бы, значит, не его деятельность и не его прямое назначение Евстафия Лонгина, он бы никогда не попал к нам в Якутию. Он бы попал там на Камчатку, в Приморский край и так далее. Поэтому я Иннокентия Вениаминова считаю небесным покровителем Лонгиновых, которые не только Лонгиновым изменили фамилию, это я обнаружила у Сергея Ивановича, братья, значит, Алексея Петровича Лонгинова изменили фамилию и дали фамилию Петрологинова. А вообще, значит, получается, что кроме духовного такого у нас покровителя, другие исторические люди сыграли, исторические личности сыграли роль в том, что я живу в Якутии, что я живу вообще. Потому что первым это был, я считаю, Петр I, который решил, что надо отправить, значит, кого-то выяснить все насчет Америки и соединения с ней, значит, России. Вторым таким человеком был Витус Бейлинг. Все-таки вторая камчатская экспедиция, она еще называется Великосибирская, я ее хорошо понимаю роль, потому что образование у меня географическое, да? То есть это вообще было грандиозное событие, и я очень рада, что реализуется проект «Пути великих свершений», что там будет фильм про вторую камчатскую экспедицию. Но кроме этого, это был, извините, адмирал Врангель, который, значит, в принципе поддержал Иннокентия Вениаминова в том, чтобы была семинария в Новоархангельске. Ну, это все-таки, значит, еще там ряд личностей. Это Забойко, который построил храм, фактически его усилиями был в Пакуаян построен, в котором после выполнения своей духовной миссии, значит, в период вот этой вот Крымской войны в театре Тихоокеанских действий, он был назначен Евстафий Лонгинов в Порт-Аян. И уже потом, когда уже, видимо, были какие-то планы по, значит, улучшению, ну, каким-то вот реформам по духовной части в Якутии, вот начался процесс перевода камчатского духовенства, американского, вот североамериканского духовенства Русской Православной Церкви на службу в Якутию.
значит, Камчатки и Якутии. Поэтому вот я понимаю, что сложный был процесс, были другие времена, но тем не менее мы являемся наследниками всего, что сделали наши предки. И наше поколение, ну, вот любого человека, достойно, значит, должно воспринимать, вот, скажем, свою функцию, что я должен сделать. Я, кроме того, что должен родить сына и посадить дерево, я все-таки должен сыну передать знания о своем роде. Я, например, занимаюсь вот этим всем, ну, у меня, скажем, интересная работа, я ее люблю и так далее, но я всем этим занимаюсь, у меня есть внучки, чтобы внучки знали, но вообще-то главным моим вот таким девизом, кредо, ну или то, что мне помогает сочетать несочетаемое, да, допустим, это то, что я не хочу, чтобы имена и мои предки остались в том веке, в каком они жили жизни. Я хочу, чтобы они жили в нашей памяти, жили на страницах, значит, монографий научных, жили на страницах, значит, книг писателей. И, значит, в принципе, поэтому я считаю, что сегодня выдающиеся события, ну, для нашего отделения, ну, для Якутска в целом, потому что мы сегодня обретаем вот эти вот имена, чтобы продолжать осуществлять связь межрегиональную, связь между Якутией и Камчаткой, потому что кроме вот таких исторических событий и так далее, оказывается, нас связывают тесные родственные связи, прямо фантастические, потому что, значит, родственников у нас оказалось на Камчатке огромное количество, если судить по... Ведь понимаете, что меня еще потрясло во время вот поездки на Камчатку, когда мы познакомились с Сергеем Ивановичем? Он ведь создал родословную камчатскую книгу. То есть это такая толстая книга, в которой собраны поколенные росписи жителей, вот тех, которые, ну, скажем, до революции, наверное, да, уже жили на Камчатке. То есть вот тех, которые рожденные были на Камчатке, ну и те их пришлые, которые приходили вот ее СМР. Хорошо бы у нас была поколенная такая книга, значит, родословная, хотя бы в каждом улусе. Я хожу в мой любимый читальный зал нашего национального архива, и я вижу, что он всегда полон. То есть люди, те, кто имеет время, в основном, ну, я так думаю, пенсионеры, ну и не пенсионеры, тоже встречаются, значит, работают с метрическими книгами, которые вели церковные или священнослужители. Люди, которые сохранили для нас вот эту историю и нашу историческую память, значит, вот их труд питает сегодня важными сведениями. Поэтому я поздравляю всех, значит, жителей Якутии, которые имеют, ну вот, скажем, воплощение в том, что у них есть предки, казаки, часть духовенства. А самое главное, что, читая книги по истории освоения Камчатки, я обнаружила, что переселяли из улусов крестьян вместе с коровами и лошадьми. Вот из наших заречных улусов переселяли на Камчатку. Потому что там не было коров, потому что там, ну, плохо было с лошадьми, а время какое было там, 17-18 век. Но более того, я знаю, что есть переселенные, ну, документально из Бутурусского улуса, это Чурапчинский улус, на Камчатку. И это были, значит, коренные жители Якутии. То есть Саха, ну, может, кто-то и веном был и так далее, переселялись или венком, были переселены, и была большая такая миграция. Поэтому я и говорю, что родственные связи, значит, они обширны, а самое главное, знаете, у вас у многих могут оказаться родственники на Аляске сегодня. Потому что, как говорится, когда Аляску продали, ну, неизвестная история, покрытая мраком, да, не везли же всех
становятся сегодня значит, жителями Аляски. Они ваши родственники. Понимаете? Вот что фантастическое может быть, помимо того, что ваши родственники могут оказаться на Камчатке. Ну, например, были казаки Пономарёвы. Эдуард, это к вам. И так далее. Поэтому сегодня замечательный день. Я поздравляю Сергея Ивановича, поздравляю его супругу, потому что это большой труд. И это при только поддержке осуществляется с тем, что сегодня вот в наследии появились новые книги. И я знаю, что еще третья будет книга про Владимира Атласова. И поэтому марафон продолжается. Но я надеюсь, что ваш интерес и дорога в путь совершений через Якутию значит, только начинается. И у нас появятся какие-то очень интересные проекты, которые сделают нашу историческую память, нашу якутскую историческую память такой же богатой, как наша сегодня историческая Камчатская память. Спасибо большое всем. Спасибо, Вера Васильевна. Ну, я думаю, после выступления Веры Васильевны может логично предоставить слово представителю казачества Николаю Ивановичу Степанову, походному атаману Якутского казачьего полка, представитель Якутского окружного казачьего общества. Николай Иванович, войсковой старшина и подполковник запаса. Николай Иванович, может, на трибуну все-таки? Или вы на командный голос рассчитываете? Я командир военной, который служит 47 календарных лет. Поэтому я имею спокойный голос. Если надо будет решить последний ряд, мы в субботу провели очень большое мероприятие с детьми. 42 эры, 22 команды по городу Якутска, Молдана, имени Хандаласа, Владимира, прибыли и очень были рады в этом поле, что мы, казаки, по-другому с ними военно-патриотических воспитаний. Поэтому я горд, что к нам приехал Сергей Иванович, я Николай Иванович, наш мой брат, старший. Уже здесь. Отцы Ивана, ну, дед Николай, прадед Иван, вот так у нас получилось. Уже я до 18 года имею родословную, который наш родственник, профессор, солдат и учил до 18 лет. Поэтому у меня по истории и историческим формам я потомственный казак, а барон, который ехал при обстоятельствах севера остались там. Где будет это? Замес барика. Вот он, своего товарища команды изменил, на дочке несколько людей. Фамилию Степанов откуда? Это Виталий и я уже все это раскопал, как он копался в истории архива, я тоже сам нашел. И в моей крови течет и казачья, и эвентийская, как может быть такая смесь породить? Вот, сына тракторист, поехать учиться в город Ленинград. Ракетные войска. Представьте, поэтому в казачьем роду чуть может быть. Поэтому я подтверждаю слова
что он написал. Натурально, стоящий перед вами. Рекомендуйский, который закончил судебную школу имени Алексеева, поэтому я имел очень большую возможность поступить в любой индивидуальной документации. У нас 30 я элементарно закончили, 28 лет. И все, а еще мне тоже, они пошла, ну, а все, стоит, пойти. Ну, который, да, он еще был, пацанок, бегал, когда мы учились 11 лет. И наши выпускники, все власти. Вот у меня тоже стою перед вами в чине. Каждый звездочка 10 лет. 75 лет. Поэтому я служу везде. Как военный, начал в Одессе, потом Северный Куртуловск, Польша, потом в Байкале, Бурятии, Жида, ну, потом уже переехали в Тунтар, Мома, Амга, ну, когда уже на пенсию вышел, переехал в город Москва. И мне Министерство обороны дает секретарь, 3 миллиона 800. Купи, где хочешь. Кстати, да? Вам дали такой закон? А мне дали, потому что я прослужил 25 календарных в вооруженных силах. Поэтому я вот, что я служу до сих пор и буду служить еще 40 календарных. Ну, хотя бы 47 лет. 87 лет. Потому что мои родственники, предки очень были 105, 107, 120. Ну, я 55 лет. По новой. Я себя чувствую детьми, особенно детьми. Когда я открытый детей, когда мне передо мной стоят 240 человек, построил, подал команду равняться мирно, равнение на флаг России, пути и казахи. Поднять флаг. Они все стоят. О! Как должно быть? Детей воспитывайте. Ну, молодых лет. Ну, в 2002 году вот, английская средняя школа поехала в Россию от 60 тонн с снежным баром. Это я солдат, это на второй Москве. И сейчас до сих пор идет это. Якутия – это идентификатор. Влияет на все. Потому что у нас сильный вид, потому что мороз. А потом где-то уже, а мы выдерживаем. Вот поэтому это история, что повторяет, я год и живу 170 начинаешь, поэтому я никого не могу дешевлять. Просто куда родились? Когда я подхожу, уже не города. Откуда? Как? Ну, я приехал к ним. Меня нет, я куда родился. Не так, что было, брат родной. Вот так. Спасибо. Что делаете? Положено, если надо, мы можем пойти в Украину, но пока это украинское. Ну как председатель президента Республики, я буду подписывать только
если вы не заявили, я подпишу. Если нет, идите работать. Рожать детей, да, способность работать. Потому что я военком знаю, не могу, это конкретно. Это война. Это наши дети там, поехали. Зачем? Им не пора. Иди теперь и бросай. И умерла такой. Интересно. И бросай. Бросай, ты не понимаешь. Я как ты? Не нравится. До 47 лет изучить лишнюю политическую натуру. Спасибо, Николай Иванович. Знаете, я сейчас хочу предоставить слово человеку, без которого, наверное, пожалуй, ни одно мероприятие Якутского отделения Русского географического общества не обходится, потому что на всех постах, где он работал, он всегда помогал нам, будь то издание, книг, будь организация каких-то мероприятий, активно участвовал в съемках первого фильма по проекту «Пути великих свершений». Я хочу предоставить слово Афанасию Семеновичу Владимирову. В настоящее время Афанасий Владимирович у нас председатель совета директоров ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». И Афанасий Семенович, конечно же, это человек, который очень любит, хорошо знает историю и, конечно же, всегда поддерживает, еще раз повторюсь, во всех наших проектах и начинаниях. Пожалуйста. Сергей Иванович, здравствуйте. Теперь на нашей семье мы с вами видимся, да? 2 года назад мы вас встречались. Вы абсолютно не изменились, такой же. По-моему, даже в этой рубашке, в этой жилетке. Всех приветствую. Очень интересное мероприятие у нас. И это событие сегодняшнее, наверное, актуально. Сейчас Атом затронул эту тему, да, всеобщей мобилизации. Но, тем не менее, Сергей Иванович проделал огромную колоссальную работу в своей жизни. Вот эта книга, которая говорит Камчатская, Россия, мир, она пронизывает через судьбы людей всю историю российского государства. Я думаю, не так много у нас здесь сегодня присутствует, но наше окружение достаточно большое. Я сегодня представляю еще общественную организацию, это институт по составлению родословных мясников. Да, мы проводили, Сергей Иванович, к вашему сведению, в 2018 году съезд тех людей, которые активно занимаются составлением родословных. Сейчас наша общественная организация, исполнительный директор Константинович тоже был в целом руки, но у него сейчас вот совещание в ВКС, и он как раз все технологии составления электронных баз данных родословных со школами, 41 школа, по-моему, на связи сейчас. Вот он с ними сейчас работает. Поэтому, Сергей Иванович, я не только рад вас приветствовать сегодня, но и предлагаю в следующем году приехать нам. Мы проводим второй съезд родословных. И те фамилии, которые не только фамилии истории российского государства, но и связаны с Якутией и Камчаткой, наверное, с требованием съезда вы должны озвучить, и то, что ваша такая титаническая работа по составлению родословных, она тоже вот, сегодня несколько озвучена, да, нашими коллегами. Мы можем найти родственников не только на Камчатке, но и на Аляске. Да? Вот, составление электронных родословных – это программа достаточно интересная, в России не занимаются, но в Якутии одна из таких передовых субъектов, которая это реально вносит в практику. Наша общественная организация занимается продвижением своей идеи
через библиотеки населенных пунктов. Архив их оцифровал и передал библиотеке. Да? И сегодня жители, приходя в библиотеку, могут до 5-6 колена спокойно найти свои копии, да? Имея вот такой вот хороший ресурс. И вы очень хорошо подметили, если корни мы знаем, то и, конечно же, живем уверенно в своей родине, будем ее развивать, будем все те принципы, которые свойственны российскому государству, да, гуманности, все будут сохраняться. Следующее, что хотел бы отметить, Сергей Иванович, вы мне тогда 2 книги презентовали, да? Там в одной из книг было прописано в нашей Якутии о городах, о Якутске, да, с его улицами, с названиями улиц тех казаков, которые освоили Дальний Восток. Ну и про Камчатару, Да. Сейчас я тут на презентации видел, вы тоже использовали, да? Или это из той книги. Очень интересный такой профиль человека, который запоминается достаточно сильно и емко. Мы, когда я рассказал про это своим коллегам, в первую очередь вы занимаетесь поиском забытых имен и их нового возрождения через свои книги, через свои произведения. У нас тоже многие этим занимаются, но старший товарищ, Колесхов Василий Егорович, достаточно много имен забытых коренных жителей, тоже по-моему заводили, он посещал разные страны, например, Америку, Австралию и так далее. И когда я рассказал про вас, он говорит, да, я его изучал, да, я его знаю. Ну и вот сейчас, вчера общался с Георгием Дмитриевичем Никоновым, он сказал, обязательно сходите на презентацию, поговорите. Я ему отправил те фотографии, которые у вас в центре сделал. Ну, поэтому, наверное, вот мысль такая, что писатель, кто для нас сегодня? Да? Мы говорим, вот он написал произведение, да, и для нас герои этих произведений становятся кумирами, и они выстраивают наши личные отношения в жизни. Но сегодня вот 2 писателя, которым жизнь меня столкнула, Сергей Иванович Махрин и Василий Иванович Колесхов, они выстраивают основу всей жизни, да, вот, находят имена, продолжают определенные родовые нити, и эти родовые каналы нас защищают. Я думаю, вы в этом согласитесь, да? То есть, зная свой род, мы получаем колоссальный канал, который защищает и вдохновляет. Если мы где-то ошибаемся, то, может быть, благодаря на Бога, надеюсь, мы сами плашали, но где-то сверху они могут открыть определенные шлюзы, и мы можем дальше успешно продвигаться по жизни. Вот, я думаю, что это касаемо вас, да, Сергей Иванович, как писателя, как человека. Ну и в заключение хотел бы сказать, что сегодня наше отделение Русского географического общества Якутии продвигает хорошие такие проекты, в том числе, вот сейчас мы вспоминали пути великих свершений. Да? Но, на первый взгляд, проект такой грандиозный, и как его реализовать, это колоссальные средства, людские, интеллектуальные труды и так далее. Но, тем не менее, Русское географическое общество позволило сегодня через проект «Пути великих свершений», я бы сказал, тоже сколотнуть всю Россию. Ведь к нам как относятся? Я учился в центре, да, и говорю, у вас там оленя, у вас там розы, да? А когда скажешь, что у нас 4 года в Якутске берег жил давно, да, он здесь жил, он нашим хангаласским металлом
Русского географического общества. Иногда бывают такие вот, ну вот, Добрый Например пошел, да, ну и Русское географическое рядом с ним, да. Но есть люди, вот я общаюсь со многими, они говорят, ну вот, а где они были? Вот Федоров дал машину. Ну, Федоров подключился, когда все уже концептуальные вопросы были решены, да, и мы иногда чувствуем, видать, влияние нашего потребительского общества, да. Что-то получили, значит, человек помог, да, а человек какие-то определенные политические свои цели преследует, да. До этого прорабатывались разные маршруты, связь с субъектами, с ветеринарными службами, да, по безопасности и так далее. Ну, казалось бы, человек идет, как будто бы сам по себе. На самом деле, в каждом субъекте задействованы были все структуры, в том числе и отделение Русского географического общества, которым координировал наше отделение. Это я предлагаю сегодня тоже событие, нас мало, но мы должны сделать такую волну, что люди должны дрожать, что я там не был. Надо мне обязательно с Махариным встретиться. Я сегодня с вами сфотографируюсь и везде разышу. Всего вам доброго. Ну а через Ленское речное пароходство, как говорится, казаки когда-то строили при присутствии Ленина свои были теплоходы, с того времени Ленин начали ходить, да? Поэтому мы обязательно все пути, какие у нас есть, водные, воздушные, железнодорожные, все обязательно должны направить на то, чтобы связи наши расширялись. А Сергей Иванович, получая от нас колоссальную энергию и информацию, создавал свои новые произведения. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо, Афанасий Семенович. Ну, немножко углубился даже в историю, вспомнил пути освоения. Но я думаю, лучше всех о том, как продвигались наши промышленники, казаки, знает моя коллега, доцент Арктического государственного института культуры и искусства, кандидат исторических наук Екатерина Алексеевна Строгова. Пожалуйста, есть слово. Добрый день, уважаемые присутствующие, добрый день. Сергей Иванович, я очень рада, что я наконец-то вас вижу, живу, с позволения сказать. Но, конечно, открытие освоения Сибири и Дальнего Востока – это одна из самых ярких, самых неоднозначных и, наверное, поэтому самых интересных страниц российской истории. И вот лично для меня в том, что я прочитала у Сергея Ивановича, огромная ценность его книг заключается в первую очередь в том, что они просто напичканы архивными источниками. В наше время, с одной стороны, время такой легко доступной информации, в то же время эта доступность, она такую нехорошую службу нам играет, да, появляется огромное количество всевозможных фейков, разнообразных толкований, каких-то умозрительных рассуждений. И вот такие книги, как книги Сергея Ивановича, где можно действительно почерпнуть информацию из подлинных источников, представляют особенную ценность. Спасибо вам большое за это, Сергей Иванович. Далеко не у всех хватает терпения, столько времени проводить в архивах. Ну, я тут лестничать долго не буду. Я 3 дня назад прилетела из Русского Устья, замечательного места, исторического места, связанного непосредственно с первопроходцами. Но надо сказать, что все-таки в основном северо-восток Сибири осваивали промышленные люди. Они составляли большинство в отрядах первопроходцев. И мы хотим представить вам коллекцию, реконструкция одежды тех предков современных
тех людей, которые осваивали, заселяли, открывали просторы северо-востока Сибири. Уважаемые участники презентации, впервые вам презентуется коллекция, историческая реконструкция костюма русских старожилов Арктики «Розовая чайка». Модельер Лидия Лутищева, научный консультант Екатерина Строгова. Пожалуйста. Руководитель проекта Сардана Ильинична Боякова. Этот проект поддержан фондом культурных инициатив президента Российской Федерации. отличной культуры Республики Саха-Якутия Лидия Лутищева. И это не только один из таких сюрпризов, подарков Екатерины Алексеевны. В самом начале нашу презентацию открыла как раз Екатерина Алексеевна исполнит казачью песню. Многие ее узнали. Вы знали, Сергей Иванович? Ну, вот такие у нас многогранные, талантливые ученые-исследователи. Ну, раз у нас пошел такой исторический блок, разрешите теперь предоставить слово моему коллеге по Институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, старшему научному сотруднику, кандидату исторических наук Пантелеймону Пантелеймоновичу Петрову. Наверное, с работой знакомы, да, сегодня? Добрый день.
Приветствую Сергея Ивановича на земле народа Саха. Все мы знаем, что через Якутск всегда поддерживалась связь с Камчаткой. Это с конца 17 века, со времен присоединения Камчатки к России, вплоть до 1917 года, до падения царизма. 18-й, начиная, наверное, с конца 18-го, 19-го и начала 20-го столетий, всегда поддерживалась почтовая связь Якутска с Камчаткой, с Петропавловском портом. Ученый Комаров, который был в научной экспедиции для изучения природных условий Камчатки в начале 20-го столетия, с удивлением обнаружил, что он встретил казака с почтой, который следовал с Якутска до Петропавловска. Вот. Такие вот сообщения в нашем архиве сохранились, и даже, может быть, курьезные такие сообщения во время Крымской войны, то есть это уже блокада и осада Петропавловского порта англо-французской эскадрой, вся корреспонденция, информация шла через Якутск и далее в Санкт-Петербург. И, видимо, эту корреспонденцию здесь не скрывали ввиду секретности и военного времени. И эта корреспонденция доходила до петербургских чиновников, те принимали решения и отправляли почту обратно. И информация доходила позднее тех событий, которые уже происходили. В 1857 году Якутская городская дума вынесла указ о объявлении городскому купеческому и мещанскому сословию о тех событиях, которые произошли в 1854 году. То есть 3 года прошло с того времени. Вот. Это было сообщение о пленении или захвате парохода, то есть судна российско-американской компании «Ситта», который был и потоплен. Ну и в конце этого архивного документа следуют все подписи представителей мещанского и купецкого сословия. Далее, в 1844 году 50-ник Якутского казачьего полка Яков Михайлович Братчиков, иногда пишут фамилию Братчиков, вот, ему было поручено доставить в Охотск груз, казенный груз с медикаментами. И он проследовал до Охотска в начале июня. В начале июня это тот период, когда происходили разливы рек, горных речек, непроходимые болота и так далее. И вот он осуществил этот переход, и затем 10 августа ему в Охотске дали задание
доставить в Якутск нескольких алеутских детей, которые исследовали Санкт-Петербург на прием императору Николаю Первому. И вот этот казачий пятидесятник совершил переход с детьми, алеутскими детьми с Охотска до Якутска за 8 дней. За 8 дней. Этот рекорд, наверное, не перекрытый сегодня. Ну, сегодня это на автомобилях могут ехать. Но лошадьми и пешим порядком вот за 8 дней он совершил такой переход. Вот. Дальше. Один из казаков Якутского казачьего полка принимал участие тоже в этом эпопее Крымской войны, совершенной Петропавловской. Вот. Здесь речь идет о сотнике 12 класса Ивана Андреевича Жиркова, командира 4-й сотни Якутского казачьего полка. Он окончил Якутское уездное училище в 1844 году. До 1851 года учитель Якутской казачьей школы. В следующем году был командирован в Иркутск по доставке казенной мягкой рухляди. Затем отправлен в Тивиль, это населенный пункт Охотского побережья, для исполнения должности частного комиссара. Ездил в Камчатку. По распоряжению Камчатского военного губернатора и начальника Камчатских портов в декабре 1854 года отозван из Тивиля Петропавловский порт для участия в военных действиях в случае нападения англо-французской эскадры. По прибытии из Тивиля Камчатку распоряжением контр-адмирала Завойко по случаю ухода из Петропавловского порта русской флотилии, находясь в это время в блокадном положении, прикомандирован к команде, готовой к отражению неприятеля на случай вторжения его в пределы Камчатки. В то же время 20 апреля 1855 года по распоряжению адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири Исаула Мартынова состоял при капитане Петропавловского порта для исполнения всех его поручений с отнесением обязанностей смотрителя гражданских магазинов до 20 июля 1857 года. Приказом, объявленным и регулярным войскам Восточной Сибири 1 сентября 1857 года, переведен из Камчатской казачьей команды в Якутский казачий полк и назначен командиром 4-й сотни. Награжден светло-бронзовой на Андреевской ленте медалью «Память войны 53-56 годов». По предписанию якутского губернатора записан в журнал Якутского областного управления 18 апреля 1958 года. Награжден за службу в Камчатке половинным годовым окладом жалования по чину сотника 57 рублей 50 копеек и прогонами от Петропавловского порта до Якутска на 4 лошади. Высочайшим указом 8 августа 1958 года по представлению генерал-губернатора Восточной Сибири за отличную, усердную и верностную службу и особые труды во время его пребывания в Камчатке по распоряжению командира Сибирской флотилии и портов Восточной Сибири всемилостивейше пожалован орденом святого Станислава III степени. По предписанию якутского гражданского губернатора 4 февраля занимался производством следствия арестантскими делами
которые по окончании представили якутскому губернатору 25 февраля 1958 года. То есть он, видимо, занимался делом нашего знаменитого героя Василия Мончара. В 1959-60 годы по предписанию якутского губернатора командирован в квартальные надзиратели Якутской городской управы. Переживах исполнял обязанности командира 4-й сотни Якутского казачьего полка. Но через некоторое время он подал прошение о переводе его в Амурскую область. Он, видимо, и туда и переехал. Так. Ну и в Петропавловский порт следовали несколько таких воинских частей, из которых можно упомянуть полк под руководством Сомова. В нашем архиве очень мало таких документов, которые освещали бы этот переход во времена царствования Павла I. Так, дальше, 20-30-е годы тоже следовали несколько воинских и военно-морских команд через Якутск. И перевозкой вот всей этой группы, большой группы людей осуществляли местное население. Так? Снабжением продовольствием, провиантом, обеспечением теплой одеждой, обувью, шапкой, рукавицами. Вот сейчас показали наши. Все необходимыми вещами, это зиму, так, холодные такие морозные дни, вот. Все это обеспечивали местное население. До настоящего времени в коллекциях, в частных коллекциях сохранились медали, награжденные за пожертвование пользу тех, кто осуществлял этот переход. Вот. Ну и среди них, можно сказать, и таких известных людей, как Галасская князя Ильюша Адына, якутского купца первой фронтовой дивизии Ивана Яковлевича Шилова. Вот такие вот купцы, князцы, вот они руководили вот этими перевозками. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Пантелеймон Пантелеймонович. Большие сведения, подробнейшие есть в его работах, посвященных истории города Якутска, революционной истории Якутии. Но кроме того, что у нас в Якутске есть несколько научных центров, ведущие там исторические школы, в том числе у нас есть и, кто занимается историей, общественные организации, вот сегодня уже представлены были. Но я бы хотела назвать, у нас есть такой уникальный журнал «Полярная звезда». Это журнал Союза писателей Якутии, который уже на протяжении почти 100 лет у нас существует. И одно из направлений работы этого журнала, в том числе и освещение истории не только нашей республики, но всего Северо-Востока Азии. И я с большим удовольствием представляю слово главному редактору журнала «Полярная звезда» Владиславу Семеновичу Долонову. Добрый вечер, Сергей Иванович. Добрый вечер,
начну с личного. Да, вот видел презентацию, и среди казахских фамилий я видел свою родную фамилию, да, я по родному отцу я являюсь киевским, а Доломов я это по отчиму. И я фамилию поменял, ну так как меня отчим воспитал, уже взрослым человеком, ну, 18 лет, и вот в моем селе Барагонце, куда вы завтра поедете, да, и мои ровесники меня знают только как Киевского, и считают, что Доломов это моя такая литературная психика. Насчет киевских, как бы, по семейной легенде считается, что братья пришли с Алёпинской стороны когда-то и разделились. Вот один брат остался в Мединском Русе, вот в Жабыльском наследии, но второй брат ушел в сторону Амги, и откуда вот вырос известный академик Киринский, да, вот Мединская благодатная земля воспитала академика, а в Мединцах более трудные природные условия, и мы простые люди. Но я представляю сегодня вот наш старейший русскоязычный литературно-художественный общественно-политический журнал «Полярная звезда». Литературный журнал впервые в Якутии вот, на русском языке был основан в Ленинской зоне под названием в 1925 году, под названием «Полярная звезда». Журнал начал выходить с 1954 года. Ну, также я представляю Союз писателей Республики Саха-Якутия. У нас председатель Народной палаты Якутии Иван Васильевич Мигалкин. Тоже, можно сказать, казачьего рода. Он просил передать привет вам, Сергей Иванович. Он сам не здоровится, ему так не смог, хотя его и приглашали, Александр Николаевич. Ну вот «Полярная звезда», конечно, вот, когда исторические, краеведческие материалы мы публикуем постоянно, в том числе и освоение, конечно, разумеется, Северо-Востока, вот, восточных окраин нашей Родины. Буквально вот по памяти я скажу, в этом году или в конце прошлого года мы опубликовали, например, статью врача по специальности, да, по профессии доктора медицинских наук Тырылгина Михаила Афанасьевича. Вот у него такая замечательная книга есть, повествующая о феноменальном здоровье северян и якутян, почему вот в таких суровых условиях. И там есть замечательный такой очерк о участии именно Саха-якутов в освоении Северо-Востока и вообще обеспечении присутствия российского государства на Охотском побережье, ну, вплоть до Камчатки, да? И там он документально описывает, как вот на якутских лошадях якутские проводники, они сопровождали военные отряды, да, или возили вплоть до такелажного оборудования там морского, или пушек, и там, ну, всего вот, чего надо было, чтобы обеспечить оборону, ну, вообще присутствие России на Тихоокеанском побережье. Все мы знаем, конечно, в то время вот, империалистические, скажем, были такие военные силы Великобритании, Франции, ну, вот, выращивавшие зубы Соединенных Штатов Америки, той же Японии. И хочу как бы от себя, как бы, возможно, это и в научном обороте есть. Вот два момента таких великих, великого участия якутского народа в становлении России как великой державы. Да? Вот первое, когда якуты очень активно участвовали вот в освоении Тихоокеанского побережья, да? Они всем своим
участвовали всей своей предприимчивостью. Якутские люди, они вот это дело организовывали вот в северных суровых условиях. И Якутия, Россия стала тихоокеанской державой, все мы знаем, вот в конце 17 века, начало 18-го там, например, с южной стороны Тихого океана подобраться было очень сложно. Там очень такие события происходили, которые, знаем, да, все исторические события этих лет. Второй момент, вот, когда Якутия внесла свою огромную лепту в судьбах нашей страны, России, это буквально, я считаю, 90-е годы, начало 90-х годов. Когда шли там в Чечне война, отделяться там, быть Россией или не быть, да, скажем, многие республики, там, по Волге, скажем, не буду называть так конкретно, стремились стать членами СНГ. Из крупных таких национальных республик Якутия твердо с самого начала объявила, декларировала, что Якутия будет составной частью обновленной России. И если бы в те годы, допустим, здесь, в Якутии, какие-то силы вдруг каким-то образом или вдруг у руководства Якутии оказались какие-нибудь случайные люди, допустим, да, возможно, вот судьба России могло так сложиться, что очень даже печально. И я считаю, что вот два этих момента, вот когда освоение якутского населения в освоении Тихоокеанского побережья и вот роль Якутии в сохранении единства Российской Федерации, еще вот до того, чтобы до народа дошло, вот каким-то образом в научном обороте или в публицистике, или вот каким-то широко еще не освещено. Вот мне кажется, в этой области нам всем предстоит провести большую работу. Ну, не буду долго умничать. Вот журнал наш работает, вот Пантелеймон Пантелеймонович выступил, буквально на следующей неделе выйдет наш номер, новый номер изданного статья Пантелеймона Пантелеймоновича. Оказывается, первую карту северо-востока России, Азии, да, Северо-Восточной Азии и вот Северо-Западной Америки, карту сделал якутский человек, боярский сын Иван Львов, да? Такого, получается, смешанного происхождения якутско-казахского, видимо, но он получил дворянство и был внесен в реестр и потомственным дворянином, как я понял, стал. И вот его замечательная карта там, Пантелеймон Пантелеймонович любезно предоставил нашей редакции. И вот такая замечательная статья в нашем новом номере. Я очень рад сотрудничеству с учеными нашей студии. Вас, Сергей Иванович, приглашаю стать нашим автором. Вот, я сейчас вам подарю случайно подобранные номера нашего журнала. Спасибо, Владислав Семенович. На сцену я приглашаю заместителя директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Светлану Петровну, Александру Попову, Николая Ивановича Степанова, представителя Якутского казачьего полка, и Дмитрия Ивановича Соловьева для такой приятной миссии, да, передачи
книг. Вот ваши фонды, пожалуйста. Немножко рассортировали, я смотрю, да? Книги смотрели. Так, это сюда. Я сделал подборку из группы книг. Значит, первые два альбома «Тайны камчатских имен». Это история камчатских фамилий, история якутских фамилий, в том числе. Двухтомник, пока двухтомник, третий тоже в следующем году выйдет. Это дело убийства Владимира Атласова, «Камчатские северяне». Две книги из цикла «Камчатка. Россия. Мир». Это как раз вот об исторических связях Камчатки с городами и вестью России. И уникальную историю святой блаженной Матроны Московской, которая, как утверждает величайший генерал Российской империи, князь Петр Долгорукий, и наш советский писатель Юрий Никитин, была ее праправнука была камчаталка. То есть святой блаженной Матроны Московской есть кафедра нашей камчатской крови. Я с удовольствием передаю это Русскому географическому обществу. Национальной библиотеке. Тяжелые. Моим любимым казакам, которые и в принципе являются частью моей основной частью моей профессии. История. Читайте. Да. Я хочу еще сказать несколько слов. Говорили про Пономарева, да? Якутский крестьянин Пономарев был у нас на Камчатке, и в годы Великой Отечественной войны один из самых знаменитых, грудь вся в орденах, потомок якутских казаков. Замечательный писатель Георгий Германович Поротов. Но не помним якутскую такую фамилию? Поротов, да? Я помню. Вот. У него фамилия есть старший, якутская. Вот. Да, как и Львов, он происходит из князей якутских, которые поступили на службу и стали детьми боярскими. Но и когда мы говорим о географии, Владимир Атласов, его потомок в 10-летнем возрасте участвовал в Петропавловской обороне. Кантонист Степан Семенович Атласов. Затем он закончил вместе с будущим адмиралом Макаровым Николаевское мореходное училище Николаевский на море. Вот, и его именем назван один из мысов в Японском море. Видите, какая колоссальная география. И если коснуться любого из нас, то вы найдете такие любопытные страницы из своей истории, которые связывают нас с величайшими событиями большой-большой истории России. Я вам маленький пример привел с тайной Матроны Московской. Маленький пример огромнейшей истории. Ну и большое спасибо всем вам за те добрые слова, которые были сказаны. Я постараюсь оправдать доверие. Я постараюсь приехать на съезд. Это для меня будет большая честь выступить с докладом по этим материалам, именно связанным с Якутией. Вот. Большое спасибо всем. Спасибо. Есть еще желающие выступить? Если нет, то я хочу предоставить слово хозяину этого замечательного парка и, не знаю, по совместительству или основная ли работа, исполнительному директору отделения Русского географического общества Республики Саха-Якутия Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне кажется, у нас сегодня состоялся очень интересный, действительно, вечер такой, который нас, я думаю, много интересного в нашей памяти оставит. И я думаю, что, наверное, это такой мощный импульс для наших дальнейших научных и всесторонних связей. Вот. Я считаю, что можно вот это событие вообще считать, так как Сергей Иванович наш член Русского географического общества, вот, это такое первое, возможно, мероприятие у нас совместное,
с Камчатским краевым отделением Русского географического общества. Я думаю, что сегодня вот коллеги выступали, уже появились план совместный, да, и я надеюсь, что вы действительно сможете прибыть на форум богословия, что появятся у нас, возможно, экспедиционные проекты. У нас, да, вот Вера Васильевна, уже у нее есть определенные проекты, и вообще Русское географическое общество. И мы сами понимаем, что мы должны взаимодействовать с определенными территориями, с нашими дальневосточниками, потому что нас очень многое связывает. К сожалению, Александр Васильевич Горохов находится в Москве. Так случилось, что мы планировали, но, как говорится, дан приказ ему на завтра. Вот. Ну, я хотел бы вот от себя личное руководство отделения выразить благодарность Вере Васильевне за то, что она вообще очень инициативный человек, да, такой позитивный, у нее всегда много идей. Вот эта идея, когда вот такой человек вот сам по себе легкий такой, да, в общении, энтузиаст, предлагает какую-то идею, но человеку совершенно невозможно не то чтобы отказать, да, вот просто ты сразу начинаешь это, бросаешься это что-то, значит, реализовывать вместе с ней, потому что понимаешь, что от этого обязательно будет какой-то очень серьезный результат. Вот, поэтому спасибо вам большое, спасибо вам, Сергей Иванович, за то, что вы откликнулись на призыв и сразу буквально с места в карьер, что называется, да, сели в самолет, я как-то даже удивился, как это все быстро происходит. Вот. И у нас сразу, значит, получилось так, что совпадение, это, да, такое приятное совпадение, у нас в Дипсюнской школе 140 лет, да, и как раз прослеживаем, 160, извините, пожалуйста. Вот, и у нас прекрасная там программа, Сергей Иванович очень ждут, вот сейчас звонит как раз, значит, наш сопровождающий, сотрудник Центра стратегических исследований Сивцев Иван Евгеньевич, он как раз вот оттуда работал. Так, ну и, значит, руководство республики, мне поручена такая важная и приятная миссия, значит, и очень хорошо, что, опять же, получилось так, что в столетии Якутии, что мы не переносили, как иногда бывает, да, а сразу это вот ваш приезд состоялся, и руководство республики Асен Сергеевич подписал награду, значит, это медаль вознаменования столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, которую мы в этот год все отмечаем, практически все наши мероприятия, они идут в море. Ну что, коллеги, еще есть, вот, Сардам Ильинична, желающие, да? Спасибо. Да, я вот как раз хотела призывать сфотографироваться.
Всем большое спасибо за участие в мероприятии, кто досидели до конца. И я думаю, действительно, сегодняшнее мероприятие станет началом очень интересных совместных проектов Якутии с Камчаткой по всем направлениям. Только за. На сцену